Привет, дорогие друзья! Среда, 14 мая 2025 года. Прямой эфир «Аспектов Башкортостан». Стартует программа «Аспекты Республики». Впрочем, как и всегда, и время у нас 9 утра по башкортостанскому времени. Приветствуем всех тех, кто смотрит в прямом эфире, и тех, кто посмотрит в записи, каковых большинство. Здесь ничего не меняется, традиции сильны. Друзья, ставьте свои лайки. Можно ставить заранее, скажем так, авансом. Но в любом случае в конце это сделать прям-таки обязательно, если вы с нами, даже если где-то не согласны. Ну а сегодня вас приветствуем мы вдвоем. Это Евгений Коноплин. И Руслан Валиев. Доброе утро. Выбор у нас невелик. Либо Руслан Валиев, либо Евгений Коноплин, собственно. Доброе утро. Именно так. Вижу, чат оживает, утро наступает таким образом, и это значит, что все не зря, и мы еще дышим. Вот. Здесь новости разные, в стране и в мире то, что происходит, мы смотрим, что происходит в республике, ну, в общем, сами все знаете. Итак, по итогам, скажем так, минувшего дня, что мы можем с вами почерпнуть из эхо новостей? Послушаем. Россию на переговорах в Стамбуле представят глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, утверждает газета «Вашингтон-Пост». Президент США Трамп объявил, что американскую делегацию на встречу в четверг возглавит госсекретарь Марко Рубио. Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в Турции встретиться лично с Владимиром Путиным. В Харьковской области в результате российского удара погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина. Их тела извлекли из-под завалов частного дома в селе Нич-Володовка, сообщили власти региона. Пострадали 6 человек. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об аресте имущества покинувших страну россиян за действия против интересов России. Речь идет о тех, кого заочно преследуют по административным статьям. При этом перечень конкретных правонарушений в документе не указан. Суд в Москве заочно приговорил живущего во Франции банкира Сергея Пугачева к 14 годам заключения. Основателя Межпромбанка признали виновным в хищении средств кредитной организации. Согласно приговору, с него должны взыскать 28 миллиардов рублей. Ранее Сергей Пугачев утверждал, что именно он предложил Владимира Путина в качестве преемника президента Бориса Ельцина. США согласились продать Саудовской Аравии оружие на $142 миллиарда. В Белом доме назвали эту сделку крупнейшим оборонным соглашением в американской истории. К визиту Трампа в Эр-Рияде установили передвижной ресторан «Макдональдс». Премьер-министр Грузии Кабахидзе обратился с открытым письмом к Трампу. Глава правительства пожаловался на то, что его прежнее послание американскому президенту осталось без ответа. Грузинский премьер указал на схожесть позиций с лидером США по ряду вопросов, в том числе в отношении войны и также к ЛГБТ. В Великобритании вышел на свободу осужденный по обвинению в убийстве Салливан, который был признан невиновным после 38 лет заключения. Приговор отменили, поскольку в его деле обнаружились новые улики. Как отмечает BBC, это самая продолжительная судебная ошибка в истории британского права в отношении ныне живого заключенного. Это были эхо новости по итогам вторника. Таковы события дня, и не только дня, я бы сказал, поскольку, наверное, главной темой обсуждения является трек переговоров, так называемый. Состоятся ли они в четверг, кто кого надул, кто кого, значит, нагнул даже, я бы сказал, в этой истории, или нагнет. Вот-вот. Это было наиболее важным вопросом, который обсуждали политологи, журналисты, просто наблюдатели в последние дни. Вот, Жень, ты что думаешь? Ну, по крайней мере, то, что я в наших либеральных новостях слышал про то, что Путин просто трус и не едет в Турцию, потому что он трус, а, наверное, даже более проукраинские какие-то СМИ.
Тут сложно оценивать, потому что, с одной стороны, лидер персоналистской такой автократии, которой Путин является, наверное, важнейшие вопросы по войне надо обсуждать конкретно с Владимиром, да, Владимировичем, который... Вот. Иначе непонятно, что обсуждать. С другой стороны, поведение Зеленского, оно иногда вызывает такое вот, ну, как будто мы во дворе немножко, типа, то приезжай, поговорим, давай там встретимся, но немножко это смущает иногда. Вот. Меня больше заботит и интересует на сегодняшний день, по крайней мере, про арест имущества, потому что если речь идет все-таки об административных статьях, вот у тебя есть административки за то, что ты уехал, и там вот с ВНЖ ты его не зарегистрировал, это ВНЖ, что нужно же отчитываться. Это важно при все-таки въезде. Если человек въезжает, то он должен заявиться. Вот. И тогда, да, если не заявился, грубо говоря, возникают всякого рода последствия в виде административных статей. Ну, я думаю, даже такие нюансы, да, могут повлечь за собой какие-то последствия, но тем не менее ждем, когда нас всех будут раскулачивать, когда денег других не останется. Вот. Ну и я добавлю, что я по крайней мере, про преемника Владимира Путина в качестве, собственно, после президента Бориса Ельцина, что только не читал, но про Сергея Пугачева никогда ничего не слышал, кроме как в интервью самого Сергея Пугачева. Вот как только он начинает рассказывать, там он чуть ли не главное лицо действующее, а когда слышишь кого-то еще, там кого только нет, кроме, собственно, него. Это интересный персонаж. Ну, в оправдание Пугачева скажу, что все-таки есть снимки, где он присутствует неподалеку от Путина. Снимки раннего Путина 2000 года, где-то он там рядом все-таки проходил. Вот, а уж кто кого предложил, это, конечно, да, отдельная история. Так, у нас чат прям-таки, смотрю, я ожил с утра пораньше. И это прекрасно. Ну что ж, у нас и новостей, кстати, сегодня довольно много, в том числе с видеоматериалами, поэтому есть смысл о них начать говорить. Итак. Тема штрафов у нас касается не только уехавших россиян, но и обычных жителей Уфы, например. И вот у нас ожидаемо готовят законопроект о штрафе за неоплату парковочного места. Все-таки платные парковки введут, судя по всему, в июне. Значит, и штрафы должны быть. Сумма предполагаемого штрафа в 1500 рублей. Изменения планируют внести в Кодекс Республики о административных правонарушениях Госсобрания. Значит, чтобы с первых дней механизм действовал четко и без сбоев, нужно заблаговременно подготовить всю необходимую нормативную правовую базу, отметил председатель Госсобрания Константин Борисович Толкачев. В общем, очевидные вещи он озвучил. И тут что я могу сказать? С нашей, как говорится, колокольни это выглядит, конечно же, совершенно неадекватно низкой и смешной суммой. Знаете, мне кажется, даже уфимцу на сегодняшний день, особенно тому, которому нужно срочно решить какие-то деловые вопросы на миллион, как говорится, в центре, ему тоже будет немножечко плевать на 1500 рублей, когда он приедет в центр и будет бежать куда-нибудь в кофейню Кумпан, я не знаю, на встречу с деловым партнером. Или нет, или я ошибаюсь. Ну, или, с другой стороны, для начала эти суммы можно назвать адекватными. В общем, сложный вопрос, мне кажется, здесь, исходя из угла зрения, нужно его оценивать. Но мне кажется, если бы я находился в Уфе и продолжал ездить за рулем, то я бы оценил вот эти все-таки нововведения адекватно. И саму платную парковку, и штрафы за нее. Как-то так. Ну, смотря, по крайней мере, на реакцию, собственно, наших подписчиков по реакциям на пост, мне иногда хочется понять какую-то социологию, по крайней мере, в нашем пузыре. А люди оценивают это позитивно, я так понимаю. Почему бы нет? Есть критика там, связана с тем, что, сначала транспорт бы наладить и вообще понять бы, куда эти деньги пойдут, не пойдут ли они там в ненужные карманы. Эти вопросы я понимаю, они справедливы, но, опять же, ничего не делать тоже нельзя. Как мне рассказывают близкие, за то время, сколько мы не живем в городе, дорожная ситуация стала только хуже с точки зрения пробок. Может быть,
процесс автомобилизации и замедлился, конечно, по объективным причинам, но он все-таки продолжается. И машин на улицах меньше не стало за эти 2,5 года, а их стало больше. И если помнить, что даже при нас все уже было печально местами, в будни, в часы пик, в дождь, в снег, или просто там, если из-за какого-то перекрытия все было плохо, то сейчас, опять же, хуже, но ведь это будет бесконечным процессом. Никакие развязки, никакие улицы Пугачева расширенные ситуацию не изменят. Это мы должны понимать. Это истина, опять же, которая подтверждена мировым опытом. Я помню прекрасную практику, как доехать из Зеленой рощи до, собственно, тебя с утра на эфир. Это было потрясающе. Ты не знаешь, за сколько минут выезжать, типа за 30, за 40. Это бесконечная какая-то пробка. А вроде время рано, это да. Точно. Азат рассуждает на тему имени Владимир, который может стать менее популярным у новорожденных после режима. Слушайте, это имя, оно и так не очень популярное. Я не помню ни одного рейтинга, который бы мы с вами отслеживали, где бы имя Владимир занимало какие-то места. Вот как-то так оно у нас получилось. Я и не помню Володь среди маленьких мальчишек, среди одноклассников или там одногруппников моего сына, который успел в детский сад походить. Не помню ни одного буквально. Может быть, у меня какие-то, опять же, не репрезентативные наблюдения. Но, в общем-то, имя не виновато. Опять же, у нас это в свое время было распространенным и популярным именем. Баба нас спрашивает, сколько у Евгения недвижимости. А я же не идиот совсем много. У меня только какой-то старый сад в Новомусино, поэтому мне волноваться незачем, но тем не менее как-то. Сама новость, она неприятная все-таки. Ну, тут, да, она неприятная, она, опять же, иллюстрирует сущность режима, но, с другой стороны, ждать чего-то иного от него, наверное, нет смысла. Ну, режим прекрасно. Он 3 года рассказывает, как нас скоро раскулачат, поэтому нас предупредили все, кто мог, наверное, как-то что-то сделали. Хотя бы за это спасибо. Это не упало как снег на голову, как та же мобилизация, например. Угу. Да, та была действительно неожиданной. Другим новостям. К новостям города, скажем так, постепенно по важности движемся. Вице-мэром Уфы назначен бывший заместитель министра Ярославской области. Почему-то именно этот факт многие СМИ отметили, описывая кадровое назначение в команде Мавлиева. Но важнее все-таки, что Ильдар Имамов, который был действительно замом министра в Ярославской области в последнее время, это уроженец Нефтекамска, который многие годы работал в мэрии Нефтекамска с 2010, по-моему, по 2024 год. То есть 14 лет был замом мэра Нефтекамска по экономике. Теперь он становится вице-мэром Уфы по экономике, что совершенно логично. И изначально мне казалось, что так оно и будет. Более того, а я почему эту новость отметил? Казалось бы, там 10 вице-мэров у нашего Мавлиева. О чем смысл вообще говорить? Дело в том, что он, как и я, выпускник программы «Стратегический менеджмент» Башкирской академии госслужбы и управления. Мы вместе учились по этой программе. Это был полугодовой курс на рубеже 17-18 годов. С Ильдаром мы неплохо знакомы, много взаимодействовали. И вот когда такие новости приходят, особенно из нынешней ситуации, я каждый раз, конечно же, вот терзаюсь между оценками. С одной стороны, сами понимаете, да, все нынешние управленцы – это части режима, винтики, вот эти все ужасные люди, которые позволяют этому режиму существовать и так далее, и так далее. И все это правда. С другой стороны, зачастую это обычные люди, живые, некоторые из них прям такие душки, такие как Ильдар Имамов, например. Из обычной жизни я это знаю. Вот. И ну, что тут скажешь? Вот как бы так. Это правда жизни такова, и ничего тут не поделаешь. И нужно как-то это все иметь в виду, так скажем. А что из этого следует? Уж извините, я не знаю. Ничего не следует, просто так информация к размышлению. Вот.
вряд ли Ильдар Имамов может на что-то повлиять кардинально в политике Российской Федерации, поэтому... Ну, вот именно, объективно так. Но ведь у нас как принято, ну, не у нас, ладно, у некоторых представителей либеральной оппозиции, тобой упомянутые, те, кто особенно в белых пальто, мы знаем таких, у них же все важно. Каждый, кто рядом мимо проходил и косо не взглянул на участника нынешней управленческой команды, тот уже, значит, запятнал себя и в прекрасной России будущего не будет иметь никаких шансов. Примерно так у нас рассуждают люди, которые считают себя абсолютно идеальными. Ну, это действительно какие-то идеалисты, потому что в любом случае какие-то рядовые сотрудники, они понадобятся. И пример той же Германии и какой процент тех, кто так или иначе был с Рейхом, если не связан, то занимал какие-то посты, и какой процент остался, по-моему, он был не 0, если я ничего не путал. Вот, а я точно не путаю. Не путаешь абсолютно. Да. Давай дальше. Что у нас так, там? Собственно, поздравим Радмира Мавлиева. Не только с мэром, да? Не только с заместителем. Что он счастлив, и совсем не из-за Имамова, а из-за того, что у него родилась дочь после 2 сыновей. Глава администрации подтвердил, что стал отцом в 3-й раз, выразив благодарность своей супруге Владе. Градоначальник счастлив и не может передать эмоции словами. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Так, цитировать не буду, потому что то самое, что я только что сказал. А в комментариях люди его поддерживают. Так, это естественно. Вот. Хотя, опять же, смотря на нашу реакцию, наших подписчиков, что-то у нас люди почему-то, не сказать, что были рады и иронизировали эту тему много. Ну, у меня отношение такое, что безотносительно к Мавлиеву вообще в нынешнее время рожать детей в России, ну, скажем так, наверное, не очень дальновидное решение. Хотя, с другой стороны, если очень хочется, если, скажем так, созрело, то ждать нет времени. Тоже понимаю. Опять-таки, даже у этого вопроса есть разные грани. Вот, и исходя из угла зрения очень многое зависит. Но единственное, что могу только повторить, это пожелание. Желаем, чтобы дети Радмира Мавлиева выросли в мирной, открытой миру, стремительно развивающейся стране. Может, это будет Россия, может, нет. Вот. Но, конечно, не вот это вот все хотелось бы, чтобы дети видели развитие шизофрении в нашей стране. Ну да. Абсолютно поддерживаю и подписываюсь под каждым словом. Ну, а теперь к более важным вещам. Какой бы ни был Мавлиев душка, как многие скажут, у нас проблем выше крыши, и мы должны об этом помнить. Вот, например, в Уфе автобус перестал заезжать на несколько остановок. Не потому, что у водителя плохое настроение, а из-за того, что дорога плохая. Об этом городской телеканал ЮТВ сообщил в своем сюжете, кусочек которого я предлагаю посмотреть. Остановочный пункт у улицы Кусарева. Вот маршрутное такси идет. И вот смотрите, какой подъем асфальта. Вот уровень асфальта по половину двери. Ой, я не устаю повторять, что в принципе такого рода среднеформатные или мелкоформатные автобусы – это то, чего не должно быть в городе. Ну, тут, как говорится, не до жиру быть бы живым. А тут, в общем-то, даже проехать практически невозможно. Ну вот, пока, как говорится, страна бряцает мышцами и показывает всю свою великую мощь у нас на той даже несчастной маленькой территории, где живут хоть какие-то люди, а недавно видел подсчеты, что у нас 80% населения живут на 1% земли, что ли, там какие-то вообще умопомрачительные показатели. Так вот, даже на этом 1% земли создать комфортные условия для проживания нет возможности. Потому что цели и задачи, как мы знаем, другие. Нужно доказать окружающим, что надо бояться. Денацификация, в смысле, у нас цели и задачи. Но видишь, как бы развивать это нужны мозги, это нужны деньги, это нужны долгосрочные какие-то вложения. А для того, чтобы забрать какой-нибудь, я не знаю, там
кусок хорошего города Донецка, это для этого мозги не нужны. Нужна только... Смелость. Я не знаю, да, видимо. Ха-ха. Как вы думаете, в какой европейской стране окажутся дети мэра Уфы, когда немного подрастут? Дети элитки оказываются в Европе с записанной на себя недвижимостью в евростолицах. Зачем им Уфа, задается вопросом ведомости Башкортостана. Ну, так было действительно все эти годы, и так остается. Ну, наверное, все-таки надо признать, что сейчас сложнее. Хотя, опять же, на детей санкции не распространяются, и если они захотят, то как минимум учиться приехать они смогут, а если приехать учиться, то дальше уже дело техники закрепится, тем более, что кадровый голод никто не отменял. Особенно если человек имеет диплом европейской страны, то дальше ему прямая дорога. Ну, слушай, если Мария Певчик рассказывала, что чуть ли не сын Муаммара Каддафи с ним учился в свое время где-то в Лондоне, то как бы о чем можно говорить? Даже в таком режиме и то дети уезжают. А другое дело, что вот этот пессимизм сразу в какой стране европейской, ну, далеко не факт, я не знаю, статистику не проводил, но многие дети нашей такой относительной элитки, как мэр, они вполне себе живут в России. Мне кажется, мэр не самая такая должность, чтобы обязательно дети прям уж где-то учились, не знаю, в ведущих вузах каких-то. Ну, подписчика мы понимаем, лицемерие властей оно есть в этом смысле. Конечно же, они учат патриотизму и любви к родине, своеобразной любви к родине народные массы, но при этом их близкие родственники умудряются совершать... Я бы сказал, бескорыстной любви к родине. Вот это самое прекрасное. Да. То есть лицемерие есть, понятное дело. Тут оно тоже, наверное, имеет место быть. Оно есть у нас в республике. Пальцем показывать, как говорится, не будем. Примеры налицо. Ну, мне, например, меня дико раздражает, когда я каждый раз читаю про дочь, собственно, Хабирова, вполне себе взрослую уже женщину, которая живет в Австрии, занимается своим бизнесом. Как пишут пруфы, она чуть ли не пропагандой ЛГБТ, оказывается, занимается тем, что она просто, завязана на каком-то, в том числе, модельном бизнесе, да, связана с модой. И мужчины, которых она фотографирует, видимо, то ли Рауфа, то ли кто-то ее заместитель посчитал, что это чересчур. Слишком много открытых мест у нее. Ну, почему бы нет? Как бы она же никому не обязана. Почему дети чиновников обязаны жить в России? Да? Ну, как бы это такой вопрос тоже. Хочется свободу как-то уже, а не так, чтобы кто-то был привязан. Для всех, да. Но в этом смысле она должна быть все-таки для всех. Я тут больше скажу, есть версия даже, что якобы поведение Хабирова, такое вот прокремлевское, подчеркнуто провоенное, оно в том числе обусловлено тем, что в его, скажем так, семье, в его биографии есть слабые места. И для того, чтобы как бы прикрыть эти слабые места, нивелировать негативное их влияние, ему нужно себя вот так вот категорично вести. И вообще вот в этой версии логика присутствует, надо сказать. Насколько эта версия действительно отражает действительность, я судить не берусь, но логика какая-то есть. Ну, а я слышал, что окружение команды Хабирова во многом она такая кулуарно-антивоенная. И я слышал и про Елену Парчаковскую, и про... могу назвать, ладно, наверное... Почему бы в нашем скромном эфире не назвать? Я слышал, что Максима Забелина тоже, у которого телеграм-канал, фамилия называется с буквы Z, да, тем не менее, тоже он высказывался вполне себе антивоенный. И слушай, и Карина Хабирова с черным квадратиком. И вообще у нас такая довольно-таки... Опять же, я могу только передать, да, я это слышал, что вполне себе сильны какие-то такие настроения. Парчаковская точно про нее такая информация есть? Я просто помню ее пост. Она одна из немногих после начала войны написала пост. Да, я украинка. Начиналось ее, послание народу. Но дальше она продолжала. Несмотря на это, я понимаю, разделяю, поддерживаю. Короче говоря, зигую всеми своими руками и ногами. Сильный человек, она умеет, видимо, чувствовать тоже ветер, да, грубо говоря, написать это одно, а насчет того, что происходило на каких-то совещаниях, то, что до меня долетает, это совсем другое, и там человек делился другими своими взглядами на происходящее, поэтому
Башкортостан — это у нас прям демократический плацдарм, если послушать иногда некоторые разговоры. Да, ну тут не поспоришь, я понимаю, как это внутри выглядит, и действительно такое возможно. Это так. Ну, Азат сообщает, что у него знакомый Зубков как-то прикалывался, что фамилия у него военная, даже стыдно как-то. Ну, не сильно, ну, как бы не обязательно же букву «З» переиначивать в букву «З». И тогда обычная вполне фамилия к оружию вроде как никакого отношения не имеет. Или я чего-то не знаю, Зубков, от слова «зуб» или от чего. Ладно, давайте к серьезному, как говорится, у нас есть о чем сегодня рассказать, в том числе. Вот новость без имени, но довольно показательная. Управление ФСБ по Башкортостану предостерегло пенсионера о недопустимости экстремизма. Значит, официальное предостережение получил 65-летний житель Учелинского района. По информации управления ФСБ, пенсионер высказывал намерение организовать в районе филиал организации «Башкорт», которая признана судом экстремистской и ликвидирована. В целях профилактики совершения преступлений указанный гражданин предупрежден у ФСБ о недопустимости реализации своих намерений и о привлечении его к уголовной ответственности в случае продолжения указанных действий, отметили в пресс-службе. В общем, как обычно в таких случаях, есть множество вопросов и целый ряд сомнений в достоверности этой новости. Ну, какой человек, даже пожилой, даже 65-летний, будет пытаться организовывать что бы то ни было на сегодняшний день? Вообще, в принципе. И уж тем более ячейку организации «Башкорт», которой не существует. Она и так раньше не существовала толком уже в последние месяцы, понимая, что ей грозит, имея в виду в процессе суда. Так, а сейчас давным-давно ничего от нее не осталось. Как он мог организовать ячейку того, чего нет? Вот в принципе изначально, давайте смотреть на этот вопрос. Ну, человек, возможно, как бы в силу, хотя я не считаю, что 65 лет это совсем не возраст, вот, но тем не менее, может быть, что-то напутал. Вот человек, по крайней мере, новость написана Венерой Хисамовой, мы всегда отмечаем, что это журналист, вот, и поэтому есть определенное доверие. А другое дело то, что, да, у нас, конечно, с какими-то сепаратистскими высказываниями сразу они пресекаются довольно жестко. Вот, потому что, ну, не будем забывать, что мы живем в самой настоящей империи, и любые такие, собственно, в регионах высказывания или тем более действия, они сразу же наказываются максимально строго. Вот тут ты прав. Тут, если предположить, что что-то в таком духе человеком сделано, какие-то комментарии он писал, там что-нибудь такое, ну, тогда надо назвать вещи своими именами. Зачем вот выдумывать? Ну, то есть, как будто бы здесь происходило нечто. Ну, например, человек критиковал кого-то и говорил жесткие вещи. А потом раз, и ему и припаяли попытку создать ячейку Башкорта. Блин, ну как можно создать ячейку того, чего нет? Может быть, они таким образом решили пощадить мужчину и оставить его в покое, то есть не выписывать штраф и не осуждать за фейки, условно, а вынесли предостережение, и тогда нужно похвалить сотрудников за то, что они так лояльно себя ведут. Но мы не знаем. Мы не знаем ни о ком речь, ни какие там другие были обстоятельства. Просто новость вялая, конечно. С одной стороны, официальное предостережение, то есть, значит, что-то все-таки есть, да, не с пустого места. С другой стороны, что это конкретно было, что за комментарий, что за высказывание, это не совсем ясно. Угу. Ну и там, где чуть более ясности у нас, это судебный процесс над уфимкой Ольгой Комлевой. Вчера состоялось очередное заседание, из которого как минимум ясно, что ей продлен арест, мера пресечения. Тут, в общем-то, никаких сюрпризов. По сути самого процесса никаких сведений лично у меня нет. Но, впрочем, давайте посмотрим картинку хоть какую-то с места событий, которую нам удалось получить от наших внештатных корреспондентов. Вячеслав, ваш комментарий по поводу суда над Ольгой Комлевой. Сегодня очередное заседание, и меру пресечения, как я понимаю, продлили. Да, продлили меру пресечения, но, насколько я понимаю, обвинение заканчивает представление своей доказанности. Соответственно, начали свидетели защиты. Все, кто хочет, могут прийти,
сказать свои слова в защиту Ольги Комлевой. Всем спасибо за поддержку. Она привет всем передает, письма получает. Оля, привет! Оль, мы тебя любим, мы с тобой! Оль! Вячеслав Комлев, супруг Ольги Комлевой, был в том числе в кадре, и я думаю, что вы сами все поняли, услышали, и тут особо добавить нечего. Кроме того, что сколько можно тянуть. Наверное, как-то есть смысл завершить эту историю. Суд, я имею в виду, прийти к чему-то, к какому-то решению. Понятно, скорее всего, какому. Ну, а дальше уже с этим, как говорится, как-то жить, планировать самим Комлевым и тем, кто пытается им помогать. И, может быть, кто-то надеется на процедуру определенную. Прекрасно понимаете, какую. Все это становится более или менее понятным, когда завершается вот эта стадия. Но она длится и длится, сколько уже времени, год скоро будет. Вот, в общем-то, то, что мы имеем на сегодня. Ну, это получается 12 августа, это еще на 3 месяца. Да, это, конечно, сложно. И насколько я слышал, что СИЗО – это даже хуже, чем колония. То есть это какое-то место, в котором максимально сидеть некомфортно. Ну, в смысле, что даже в колонии и то проще. Поэтому... Ну, на Уфимское, знаешь, не жалуются. Колонии проще в том смысле, что там бывает больше функционала, так сказать. Ну, условно, там есть, я не знаю, там баня, там есть, там, я не знаю, библиотека, да. что-то там ДК, ну, территория какая-то. Вот там жизнь, скажем так, налажена, быт. А в СИЗО обычно этого нет. Ну, в Уфе надо отдать должное. Все, кто там были и даже сейчас есть, в целом говорят, что нормально. И персонал более-менее адекватный, и там, я не знаю, еда в порядке, и передачи носят. В общем, вот за это вроде как глупо было бы критиковать безосновательно сотрудников нашего УФТИН, руководитель которого под следствием, кстати говоря, я напомню. У меня вот эти сведения, что там все неплохо, еще от Айрата Дильмухаметова, который там бывал раньше, условно, 10 лет назад, и который сравнивает. Говорит, что вот последний раз, там, в 2019 году, когда он там оказался, уже было сильно лучше, чем было в предыдущие ходки. Деньги вложили, ремонты сделали. Вот. Но опять-таки, если в сухом остатке, понятно, что радоваться нечему, и это все очень грустно и печально. Ну, по крайней мере, обязательно новость в Телеграм-канале будет, в том числе информацией по поводу, собственно, как можно написать бумажное письмо или через Зону Телеком. Вот Ольгу Комлеву не забываем, пишем обязательно. Это очень важно. Вот то, что, когда Политзека спрашиваешь про письма, он сразу же начинает бурно рассказывать, в том числе Илья Яшин прямо рассказывался, как это важно, как это необходимо чувствовать, что ты кому-то нужен. Поэтому давайте не забывать. Угу. Я приведу пример, что я сам, находясь даже вдалеке, пользуюсь этими сервисами. Зона Телеком, потом письмо, в зависимости от той, значит, организации, скажем, в которой человек находится. И это работает, это довольно быстро работает. А если человек, ваш адресат, получает и решает ответить, то, я не знаю, в течение недели вы можете написать и получить ответ. То есть за неделю полностью весь круговорот совершается довольно быстро. С учетом расстояний и тех условий, в которых люди живут, это, мне кажется, очень неплохо. Поэтому пользоваться надо, людей поддерживать надо. Ай, какая разница, какой ремонт в пресс-камере, где в подследственных засовывают швабру? Правильно, опять же, рассуждает наш подписчик с ником «Ведомость». С одной стороны, да, но не во всех же далеко засовывают швабру, и как бы говорить об этом как-то в общем, не приходится. Понятно, да, мы сейчас конкретно про Уфу, про конкретных наших знакомых, скажем, да, которые там находятся. Мы все-таки должны быть объективными, ничего подобного мы не слышали. И, как говорится, безосновательно обменять администрацию и систему всю в том, чего нет, мы не будем. Ну, по крайней мере, что мы знаем? Ольга Комлева и приставала надзирательница, так или иначе, при там вот каких-то обысках, ну, то есть
стандартных процедурах, на это пожаловались, по-моему, какие-то меры были введены, так что спасибо, по крайней мере, на этом. Домогалась. Ну, Ольга Комлева красивая женщина. Видимо, какие-то чувства возникли. Всякое может быть. Если ей это неприятно, конечно, она имеет право возмущаться, что она и сделала. И Ольга, я имею в виду. Вот, ну, опять же, это меньшее, наверное, из возможных вариантов негативных событий. Вот. Красная новость. 20% опрошенных уфимцев уверены, что им не нужен иностранный язык. Согласно опросу Суперджоп, проведенному с 21 апреля по 5 мая, 48% жителей нашей столицы считают, что знание английского языка важно для карьерного роста. 11% отметили, что китайский язык может быть полезен в профессиональном развитии. Так, арабский, немецкий 1-2%, а зря. А 22% считают, что вовсе иностранный язык ни к чему. Вот. Среди родителей 52% уверены, что английский язык будет самым полезным для их детей, а 23% говорят про китайский. Интересно, конечно, что вот именно эти тенденции, я думаю, что сильно изменились после, в том числе, нашего отъезда. Что-то я про китайский раньше особо не слышал язык. Вот. Хотя даже у меня в ГАТУ предлагали двойную защиту диплома. Это что-то вроде поехать в Китай, там что-то побыть и защититься на камеру, чтобы наши вот эти вот старички сидели в Уфе, подключенные по видеосвязи, и ты вроде как на английском вот для двух этих комиссий защищаешься, и это определенный был определенный бонус и плюс потом мог, собственно, достаться. У китайцев был интерес к нашему УГАТУ в свое время. Вот, и у меня научный руководитель ездил в Китай, кстати, по-моему, какие-то лекции читать. В общем, это все было, но, конечно, на моем потоке ни один студент этой опции не воспользовался, потому что нам бы на русском защититься в целом хотя бы. Вот, хотя я думаю, что по видеосвязи, а средний возраст людей в комиссии был за 70. Я думаю, что они еще и это ладно, первый день защиты, а день четвертый, когда уже все, естественно, каждый вечер отмечают эти защиты, в том числе. Там было бы, я думаю, защититься сильно-сильно проще. Вот. А насчет того, что 22% знаний иностранного не нужно, вот интересно бы сравнить, потому что я думаю, что в Германии тоже какой-то процент населения скажет, что да нахрен он нам нужен, особенно на Востоке. Вот, по крайней мере, не со всеми можно поговорить по-английски. Но среди молодежи, конечно, плюс-минус все английский знают. Вот, цифры меня на самом-то деле удивили, что прям они такие прогрессивные. Всего 20% опрошенных уверены, что им не нужен иностранный язык. Всего. То есть остальные 80% так или иначе считают, что это важно. Это прям оптимистично выглядит с учетом особенно нынешнего времени. Надо сказать, я сам жил в Уфе и не считал важным знать английский язык и вообще иностранный язык, из-за чего сейчас страдаю. То есть не планируя куда бы то ни было, когда бы то ни было переезжать, и понимая, что у меня отсутствуют перспективы по работе использовать иностранные языки, я не считал нужным их изучать. И вот, пожалуйста. А 80% уфимцев, они, оказывается, такие продвинутые, в отличие даже, например, от меня. Прям таки интересно. Наверное, на вопросе я бы тоже сказал, что да, это важно, особенно детям. В вопросе я бы не сказал, ни в коем случае не нужно. Вот. Это в первую очередь, конечно, доступ к информации. Это, наверное, самое важное, потому что я никогда не понимал людей, которые, допустим, учат, я не знаю, только башкирский, по-русски, стараются даже как-то ограничивать детей. Такое я видел. Вот. Просто потому что чем больше информации, тем лучше. Понятно, что на английском языке информации в разы больше, чем на русском. Вот. И чем больше... Я думаю, что английский – это база в любом случае, в любой профессии, в любом карьерном росте, поэтому это хорошо. Другое дело то, что искусственный интеллект собой подминает сильно язык, потому что в целом, в перспективе, я думаю, что все те знания, которые необходимы, если раньше надо было что-то переводить, что-то искать, я помню, как
тот же самый диплом я писал, я искал какие-то патенты, там в том числе японские, вот, и это было нужно, то сейчас я думаю, что с тем же чатом GPT вполне себе этого можно избежать, как и в целом в перспективе, видимо, и знание языка тоже как бы становится необязательным при коммуникации. Вот. Интересно. Да, языки, конечно, важны. Как вот выйти из этого порочного круга незнания языков, я прям-таки не знаю. Это, наверное, самая больная вещь, какая есть. Ну, помимо той ситуации, о которой мы говорим каждый день, конечно. Вот. Ну, а дальше, если про новости, то Кыргызстан, да, у нас болевая точка. Пруфы, надо отдать им должное. Пишут об этом и пишут большую статью. История разработки меди у хребта Кыргызстана, Башкирии называется их статья. Но, опять же, некорректный, конечно, заголовок. Они пишут о том, чего еще нет. Никакой разработки меди там нет на сегодняшний день. Поэтому называть события вокруг хребта историей разработки меди – это некорректно. Опять же, с точки зрения даже самого посыла. То есть вы тем самым говорите, что там медь разрабатывать будут. Правильно я понимаю? Ну, впрочем, ладно, это проблема редактуры у этого издания, о которой мы с вами прекрасно знаем и всякий раз подчеркиваем. Хотя сама суть публикации, еще раз, полезна. Тут что любопытно, прежде всего. Оказывается, я этого вообще не помнил. Значит, смотрите, 20-й год, Куштау. Куштау удается отстоять. События в Абзелиловском районе на Кыргызстау тоже идут, по сути, параллельно. И вот в конце августа, буквально через несколько дней после победы на Куштау, техника с Салаватского месторождения в Абзелиловском районе была выведена на фоне, еще раз, народного противостояния. Тогда об этом попросил глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков, недавно ушедший в отставку. Значит, несмотря на приостановку работ, протестные акции, которые там происходили, менее выраженно, чем на Куштау, но происходили. Так вот, они продолжились и в 2021 году. В октябре 2021 года Ради Хабиров даже пообещал провести референдум, чтобы народ спросить, что тогда произошло. Там была встреча. Вот эта вот межведомственная комиссия, организованная Хабировым и его приближенными, когда, я думаю, занимался этим вопросом Азат Бадранов. Так вот, эта комиссия собиралась, и люди там, значит, приходили на встречи, и на одной из встреч Хабиров бросил, скажем так, неосторожную фразу, пообещав референдум. «Референдум проведу, народ спрошу», заявил Хабиров жителям, тогда писали журналисты Пруфов. Это было в октябре 2021 года, повторюсь, то есть до войны еще. Разумеется, никакого референдума не состоялось, и, в общем-то, вообще ситуация успокоилась, как мы с вами знаем, правда, ненадолго. И вот сейчас противостояние набирает обороты. К счастью, неравнодушных много. Фото, видео, материалы с места событий разного рода мы постоянно получаем. И вот давайте сейчас посмотрим небольшой ролик, где люди засняли участок будущего карьера, ну, теоретического карьера, где производились геолого-разведочные работы. Там сваленный лес, разруха, как пишут те, кто там побывали, и таким образом делают выводы, что на самом деле реальной заботы об экологии нет и ожидать не приходится. Давайте посмотрим вместе. Вот будущий карьер здесь хотят открыть. Здесь какой-то буровой эта труба стоит. Здесь бурили когда-то сильнее вон. Вода течет без остановки. Вот какой-то известняк, что ли, вон там вода такая. Вонь вообще невыносимо. Что это такое? В общем, вот, сами все видели. Тут что добавить? Добавить особо нечего. Кроме того, что надо держать руку на пульсе, как минимум, да, ну а как максимум, конечно, нужно делать все, чтобы как минимум в ближайшее время, пока идет война, никакой разработки на Кыргызстау не случилось. Дальше, как говорится, если ситуация изменится, местные жители в нормальных условиях
демократизации в том или ином виде смогут принять решение наиболее объективное. Сейчас объективное решение, справедливое решение по понятным причинам принять невозможно. Вот и все. Ну, по крайней мере, что можно сказать, что эко-протесты – это, конечно, интересная история, в смысле, что она вроде как не антигосударственная, и как-то в целом это какой-то хотя бы какой-то свежий воздух относительно есть, по крайней мере, какая-то протестная активность. Вот. В одном из чатов мне было очень приятно наблюдать, как пару человек начали рассказывать о моем нахождении в этом чате, типа, вы что, это враг, нельзя, он вот Путина не любит. И когда за тебя вступается целый ряд людей, типа, дядя, заткнись, этот человек освещает наши проблемы, он вообще-то рассказывает, а другие не рассказывают, тот же Баймак, это... После этого хочется приехать, конечно, поскорее и с людьми пообщаться. Буду рад. Да-да, у людей действительно каша в голове. Я тут на днях общался, вот отвлекусь, да, с родственниками погибших, так сложилось, там были вопросы. Так вот, они защитники Кыргызстана, они там, значит, против власти, все понимают, все ужасно, но при этом они за войну. И вот ты смотришь на это и понимаешь, что, господи, с какой стороны подходить, что сказать, как правильно выразиться и как объяснить, хотя бы попытаться. Нет на это много времени, разумеется, сами понимаете, сил нет и шансов, наверное, нет. Но вот какую фразу сказать так, чтобы человек понял, что вообще-то это все звенья одной цепи, и нельзя быть за одно и против другого. Надо либо быть за все вот это вот, либо против всего этого. Ну и тогда как-то логика какая-то будет. Но нет, у многих действительно в голове, скажем так, совершенно разноплановые углы зрения на одни и те же вопросы. Ну, если человек постарше, то, что мне в свое время понравилось, то, как у меня бабушка сломала ногу, вот, оказалось у моей матери, и насмотревшись наших эфиров, видимо, подряд как-то, она лежала в слезах, будучи в свое время таким ядерным электоратом, вот, когда я уезжал, по крайней мере. Она лежала в слезах и такая, господи, так что ж творится-то вообще, какой ужас-то на самом деле. Вот, поэтому для престарелых родственников советую, собственно, нас включать прям подряд. Вполне себе отрезвляюще. А ведь мы не говорим о предпосылках, скажем так. Мы вот здесь же как должное, да, уже говорим, что там Кремль – это плохо. Вот. А если начать на самом деле издалека, пошагово разжевывать, вот именно развенчивая мифы и заблуждения, то это совершенно, наверное, другой уровень будет, другое качество, скажем так, восприятия. Потому что сейчас что мы говорим? Ну вот типа Кремль по определению ведет преступную политику. Война – это плохо, поэтому Кремль плохой. И, соответственно, все, что он делает, это плохо. Да, мы где-то поясняем по свежим новостям, у нас есть примеры, и этого достаточно тем, кто и так все понимает. Ну а тем, кто не понимает, я всякий раз вот прихожу к выводу, что с ними-то надо работать немножко иначе. Но как подойти, с какого боку? Это уже вот сложно. С удовольствием будет Бог, если у нас было бы человек 10 еще редакции, да, молодой, перспективной, и я эти фамилии даже знаю, просто их не привезешь сюда, вот, и плюс бюджеты, да, конечно, у нас этих бюджетов нет, поэтому мы делаем то, что мы делаем, вот, и не больше. Это так, это так. Так, значит, тут что-то было. Опять проспала, пишет Клара Целкина. Доброго утра нам желает. Ну как же так? Вот вы где живете? Время сколько? Уж извините за нравоучение. Надо вставать. Знаете, привыкаешь. Я вас прекрасно. У меня эфиры каждое утро в 6, и поэтому, в общем-то, режим уже так выстроен, что я даже если нет эфира, ну, предположим, вот выходной, там 9 мая, все, а я проснулся и спать невозможно, потому что это уже все сложилось. Я думаю, что это и без меня всем понятно. Так. Ну, из того, что точно можно обсудить, это то, что число мигрантов в Башкортостане официально выросло более чем на 13% за год. А сколько у нас, собственно, в 2024 году в Башкортостане на учет поставили 161, почти 1000 иностранных граждан и лиц без гражданства. Так, собственно, прирост составил почти 20 тысяч человек.
И следует из доклада МВД, впервые на учет стали почти 81 тысяча. Это в основном люди, прибывающие из Узбекистана, почти половина. Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан, Армения, Беларусь и 180 человек из Украины. Так, собственно, среди стран с визовым режимом лидируют Индия, Китай, Турция и Египет. Вот. Мгм. В этой связи тут же вспомнилось, как наша республика, ну, правительство, конечно, пытались публично и так, значит, очень открыто показывать, как они встречают украинских беженцев. В 22 году это еще было. Санатории под них готовили и даже поезда встречали. Помните, пышно на вокзале? И вот тут возникает вопрос, а что же дальше-то? А что ж перестали-то ехать? А те, которые приехали тогда с Донбасса, где теперь? Нашли себя в республике, на работу устроились или обратно вернулись? Вообще как? Почему об этом молчат? При том, что даже официально 179 человек, как ты говоришь, за год прибыли. Это, конечно, капля в море по сравнению с другими, но эти люди же есть. Наверное, стоит как-то о них рассказывать или нет? Они считают на общем фоне, что на учет встали 80 866 мигрантов. Конечно же, это исчезающая малая величина. Ой. Да, но это какое-то было бы как будто размывание, потому что когда ты запрещаешь Верку Сердючку, например, на свадьбах, и вообще все украинское, и флаги, и прочее, это как будто бы именно борьба вообще с Украиной и с украинским народом. Такая вот именно на уничтожение, как будто бы мне иногда кажется. Вот. А с другой стороны, рассказы про то, какие милые украинцы, которые здесь приезжают, строят карьеру, вообще детей в садик водят. Я не знаю, это сложный вопрос. Вот. Но да, действительно, там, почитывая пропаганду постоянно, я о таких новостях, по крайней мере, не слышал ни разу. За последнее время точно. Вот, да. Ну, удивительно, кстати, что у нас в паблике, опять же, люди как-то более-менее позитивно отреагировали на рост числа мигрантов в Башкортостане. Либо это боты, вот. Но, конечно, собственно, и я здесь спорил, задавался вопросом о том, что те, кто уехали, и тех, кто сейчас приезжает в Россию, сравнить компетенции, образование, навыки, вот, сферы деятельности, то, конечно, это несравнимо. По крайней мере, это точно. С айтишниками узбекского разнорабочего сравнить не получится. А я отвечу на комментарий пользователя женщины Башкортостана. Спрашивает про VPN. Если вам нужно, пожалуйста, зайдите в телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании. Уже в телеграм-канале нажмите на название, увидите описание телеграм-канала. И вот в описании есть бот обратной связи. На него кликаете и дальше пишете: «Здрасте, это я, помогите, пожалуйста, с инструкцией. Мы вам пришлем все необходимые данные». Это будет большая ссылка, которую нужно полностью скопировать, вставить в браузер. Она откроется, и дальше там будет понятно. В зависимости от типа устройства скачать нужное приложение, дальше вставить ключ, и все работает. Прекрасно. Мне нравится комментарий. У меня друг рассказал, что в Салавате на одной стройке живут северокорейские мигранты, а люди вокруг жаловались, что пропали собаки. Я все-таки думаю, что это, конечно, не северокорейцы с собаками расправились, но забавно. Забавно. Это тоже как бы говорит об уровне мигрантов, так или иначе, что люди, по крайней мере, жалуются на то, что собаки пропали, намекая на этих несчастных северокорейцев. Ой, ну вообще бездомных собак быть не должно, надо сказать. Но, конечно, способ борьбы так себе в данном случае звучит, да. В деревенских поселковых чатах депутаты от ядра до сих пор собирают мебель и скарб беженцам из Донбасса, пишет Стобавовна. Вот так вот оказывается, да. То есть мы знать не знаем. То есть они есть, получается, просто власти об этом официально не рассказывают. Зато власти официально рассказывают вот о чем. О том, что в Уфе стартовал второй всероссийский съезд учителей башкирского языка. Вот так вот отвечает пропаганда и власть на наши с вами жалобы, что у нас проблемы с языком, с культурой. Оказывается, никаких проблем. Уфа стала дискуссионной площадкой для обобщения всероссийского опыта полилингвального и билингвального образования.
обсуждение состояния и перспектив языковой политики республики. Значит, съезд стартовал, как мы уже выяснили, вчера в Уфе. Основными участниками форума стали учителя башкирского языка и литературы, школ, детских садов, образовательных организаций высшего образования, среднего, значит, профессионального образования из республики, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Татарстана, Ханты-Мансийского округа, а также Казахстана. Вот так вот. Кроме того, на съезд приглашены представители родительской общественности, авторы учебников по башкирскому языку и литературе, ветераны сферы национального образования. Так и хочется спросить, найдется ли кто-нибудь из участников съезда, из делегатов, кто озвучит какие-нибудь болевые точки. И самое главное, мы об этом узнаем и сможем обсудить в дальнейшем. Остается догадываться. Соответственно, тут же в Башинформе на эту тему была еще одна новость, что в республике появится День эпоса «Урал-Батыр». Уж не Хомайли надоумил Хабирова обратить свой взор на Урал-Батыр, но так или иначе именно Хабиров инициировал появление этого дня. Воспитание подрастающего поколения должно быть основано на богатейшем культурном наследии нашего народа. Особо выделю наш народный эпос «Урал-Батыр», уникальное древнейшее произведение мировой литературы. Чтобы и дальше сохранять и развивать этот живой памятник башкирской словесности, предлагаю ежегодно проводить в июне День эпоса «Урал-Батыр». Кстати, вошедшая недавно во все мировые чарты композиция «Хомай» показала значение сказания и как бренда республики. А Йола – это пример любви к языку и культуре, духовным ценностям, добавил Хабиров. Ну, конечно, песня стрельнула не из-за того, что она, собственно, значение сказания как-то на это повлияло, вот уж точно. Ну, это точно не духовные ценности. Да. В современном понимании особенно. Там эпос-то прикольный, на самом деле. Я помню, что я в школе, когда сидел, то есть культура Башкортостана была абсолютно бесполезнейший предмет, на котором учителя зевали, дремали и занимались какими-то своими вещами, но открыв учебник, ты видишь там Урал-Батыр, думаю, блин, интересно, что это такое? И как бы сам прочел. Это вообще вот с точки зрения, если пиаром заниматься республики, то очень здорово именно через эпосы. Если это модно, стильно делать, то только в путь, Ради Фаритович. Угу. Да-да, то есть местами как бы подхватывают правильные вещи. Ну, правда, высказываются, как обычно, не очень, может быть, приятно нашему слуху, в данном случае про эти традиционные ценности, а мы-то понимаем, что у нас сразу призма какая, вот эти вот православие, самодержавие, народность, вот это вот все, что сейчас они любят. Ой, ну ладно, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем мы. Ну а мы постепенно будем закругляться, что ли, у нас час практически прошел, и новости запланированные исчерпаны, дорогие друзья. Что ж, лайки не забудьте, комментарии не забудьте. Мы все читаем, все ценим, местами отвечаем, там, где это важно и нужно. Ну, а за помощью в организации средств обхода блокировок, как обычно, welcome в телеграм-канал. Да, в Телеграме отвечать стараюсь всем и всегда. Пожалуйста, разбавляйте рассказы про мировой сионизм и чем-то еще. Вот, с самого активного нашего подписчика. Вот. А, собственно, хорошего дня. Пока-пока. До встречи, друзья.